Наших первых гостей сегодня в нашей студии заведующий кафедрой летной эксплуатации воздушных судов Академии гражданской авиации, командир воздушного судна «Боинг 767» Ербол Успанов и студенты Академии гражданской авиации Алихан Биболов и Замира Мухамедьярова. Здравствуйте. Доброе утро. Да. Как ваше настроение? Все отлично. Ербол, вот объясните, пожалуйста, в чем особенность подготовки пилотов? Для подготовки пилотов нужны определенные качества. Первое, одно основное, понятно, что общая подготовка, теория, и обязательно условие – это врачебно-летная экспертная комиссия. Скажем, по результатам прошлого года набора около 600 студентов подавали, абитуриентов было желающих на зачисление именно на специальность пилота. По окончании ЕНТ осталось только 100 человек. И после прохождения врачебно-летной экспертной комиссии 51 человек. То есть очень большой отсев идет на врачебно-летной экспертной комиссии. Сейчас общая проблема, вы знаете, гаджеты, они зрение у всех садят. Вот. И проблема такая существует. А вообще много желающих, да, поступить к вам? Ну вот в прошлом году было 600 человек только на пилотов. При этом у нас большой плюс, это мы единственное, наверное, по советскому пространству, наверное, и в мире, учебное заведение, которое финансируется, грантовое обеспечение у нас есть. На подготовку одного пилота в среднем где-то около 40 миллионов тенге. 40 миллионов тенге на одного. 50 миллионов на вертолетчиков. Вот сейчас они будут рассказывать, как они летали в этом году. Они третий курс, Замира и Алихан. Они отлетали в этом году первую летную практику, 50 часов. 50 часов, ну где-то вот мы на них уже порядка, наверное, 15 миллионов потратили. Мен мынандай сұрақ қояйыншы, Замир Алихан, сіздерге. Бала кезден осы мамандықта таңдадыңыздар ма, ұшқыш болғыларыңыз келді ма, жоқ әлде кейіннен келген бұл сондай таңдау ма? На самом деле нет. С класса 8-го, наверное, когда все уже начинают определяться, куда поступать, начали искать университеты, нашли Академию гражданской авиации, узнали, как туда поступить, что нужно сделать. Сделали, поступили. Ну, Алихан, сіздеше? Так как мой отец является авиатором, тоже, то меня с детства тоже водили постоянно на аэродромы. Я видел, как летают самолеты, вертолеты, и с детства загорел желание. И вот по сей день хожу, учусь и делаю все возможное, чтобы выпуститься достойным пилотом. Пилоты, получается, самолетов, либо есть и пилоты вертолетов? Две разные специальности. У нас две разные образовательные программы. А подготовка пилотов, самолетчиков и вертолетчиков. Ну, изначально самолеты и вертолеты, они сами разные по аэродинамике. И поэтому для того, чтобы пилотировать вертолеты, нужны определенные навыки, самолеты другие навыки. Поэтому первые два курса они проходят совместно, а потом уже идет разделение по специальности. Есть часть дисциплин, которые совместно они также проходят. Вот недавно они авиационный английский язык сдавали экзамены, потом очень успешно. И Замира, и Алихан, у них там очень хороший английский язык. Поэтому, и поэтому разделение идет по специальностям. Например, если я вообще самолетчик, и у меня где-то 25 тысяч часов налета, но на вертолете я летать не умею. Для того, чтобы мне научиться, мне нужно, ну, наверное, где-то год-полтора, наверное, отдельно учиться. А как вы думаете, сложнее на вертолете научиться летать или на самолете? Ну, в принципе, нельзя сказать, там сложнее или там сложнее. В общем-то, все зависит от первоначальной подготовки. В принципе, мы говорим, что научить можно летать и медведя. Раньше такое выражение было. Ребят, а вы будущие вертолетчики или будущие самолетчики? И как вообще проходит ваше обучение? Больше теории или больше практики? Расскажите подробнее. Ну, мы, в принципе, мы пилоты-вертолетчики. Насчет обучения все равномерно. То есть каждая теоретическая часть должна подкрепляться практической частью. То есть после того, как получили какую-либо теоретическую базу, мы должны это осуществить на практике и успешно осуществляем это все на практике. А вот почему именно захотели стать вертолетчиком? Например, вот у меня интерес. Обычно вот Алихан сказал, что отец работает авиатором, да? Да. И, соответственно, он с детства видит и с детства хотел стать вертолетчиком. А вот вы... Ну, я так думаю, мало, да, женского пола вертолетчиков. Ну, как реклама тогда, значит, вот Замир у нас сейчас единственный студент-вертолетчик. Там еще сейчас следующие идут, да. Конечно, вообще
Если по соотношению у нас где-то 70 человек курс, и из них примерно 11, ну 10 вертолетчиков, 60 самолетчиков. В основном сейчас больше и больше девушки идут, но они все учатся, пытаются идти на самолетах летать. На самолетах там есть прелесть. Они все думают, что они потом будут летать, скажем, на Боинге 767 в Куала-Лумпур. Это здорово. На вертолете летать, там, конечно, нужно отдельное там, качество. Ну, сейчас они сами свой выбор расскажут, Замиров, почему. чем вот вы вдохновлялись? Обычно там в детстве, да, можем посмотреть фильм какой-то, увидели какую-то главную героиню кино, которая летела, там, не знаю, спасла кого-то, может быть, была каким-то героем этого фильма. Вот вы в чем вдохновлялись? Все факторы, и кино, и книги. И самая интересная в этой жизни тема для всех людей, мне кажется, авиация. Ну, как я подумала, почему бы и нет. Ну, как по мне, вертолет – это более сложный воздушный аппарат, нежели самолет, более интересный. Можно зависать, можно делать посадки где угодно, можно работать в разных городах. Самолетчик – это из одного аэропорта в другой, а вертолетчик – это работа и в степи, и на Каспии, и где угодно. Хорошо, согласны ли вы с тем, что профессия пилот, она такая самая романтичная? Я- Абсолютно Да, согласен. Алихан Да. сразу так. Да, поэтому я здесь, да? Да. Да, только Почему, поэтому. Алихан? Ну вот расскажите ваше мнение. Ну, мне кажется, каждый ребенок с детства мечтал либо стать космонавтом, либо стать пилотом. Это в первую очередь, потому что это романтика, так сказать, как вы сказали. Потому что в воздухе это совсем другое ощущение, потому что когда мы летали свой первый полет, когда первый раз летели, Адреналин, да, был? не только адреналин, было более такое, такая состояние. Музыка романтическая не играла? Нет. Может быть, вот как в кино это все происходило красиво? Там не задумывайся о том, как кино, ты просто... Там голова занята другим. Да, Там, да. занято другим, но ощущения, как будто как вчера, помните ощущения, то есть ощущения реально такие прям приятные, то есть ты понимаешь, что все, что было позади, это было не просто так, то, что ты учился 2 года, и столько сил, и наконец ты взлетел, наконец-то в воздухе, и наконец ты как птица паришь в воздухе. По вертолетчикам большой плюс, они говорят, конечно, про романтику, они молодежь, а мы люди прагматичные, потому что это бюджетные деньги, вопрос трудоустройства. Это самый актуальный вопрос. И эффективность учебного заведения заключается именно в том, что в дальнейшем трудоустройстве. Поэтому у нас 100% трудоустройство вертолетчиков. А сейчас на данный момент, например, единый оператор вертолетов сейчас в Казахстане, Казавиаспас организация, у них ежегодная потребность 40 вертолетчиков. Вот. Поэтому мы в этом году планируем увеличить набор, хоть это дороже получается, но тем не менее вот для отрасли. Немножко неправильное понимание есть, что, например, вертолеты – это малая авиация. Фактически это так обидно сказать, не бывает такой большой авиации или малой авиации. В цивилизованном мире это называется, например, General Aviation, да? Раньше назывался ПАНХ, применение авиации в народном хозяйстве. Но сейчас у нас как-то такой, наверное, термин не используется, как народное хозяйство, хотя по факту это народное хозяйство. Поэтому вертолет действительно имеет очень широкое применение. То, что сейчас они немножко, конечно, студенты, может быть, немножко теряются, я им расскажу, что вы сами смотрели фильмы, да, что там на вертолетах творится, да, как они над Нью-Йорком летают. Они могут ночью летать, они могут выполнять любые задания, они могут среди небоскребов летать, могут в ущельях летать. То есть, в принципе, действительно очень широкое использование вертолетов. И действительно там нужны особые навыки. Скажем, ну вот сейчас Замира может рассказать, как вы, например, чем посадка отличается на вертолете. Скажем, для самолета, самолет садится, ну есть гидросамолеты, они садятся на воду, а там какая-то специфика есть, и либо на землю. А у них могут посадка там, скажем, если внизу трава, если болото, если мост. Ну вот сейчас Есть такое ощущение, что на воду легче, да, садиться? Сейчас расскажет, она Да, девушка, расскажите, она Замира, все да. свои может ощущения рассказать. Я на вертолете 1 раз в жизни летал, поэтому так, представления не имею. На практике у нас были специальные упражнения, посадки в особых условиях. Мы делали посадки на мосту, в колодце, это то есть среди деревьев, то есть определяем площадку, садись внутрь. Посадка, чем отличается посадка самолета от вертолета, в данном случае на мосту? Когда вертолет садится на мост, отбрасываем поток воздуха с винта, он распределяется неравномерно, и получается, когда вы приближаетесь к мосту, к таким местам, к низким мостам, вас начинает трясти в разные стороны. Даже если у вас штиль, если нет ветра, все равно вам очень трудно. И поэтому для этого нужно особые навыки иметь,
допустим, также есть посадки, полеты над Каспием, когда давление над морем и над сушей, оно разное, и приходится очень быстро реагировать, и это более интересно. Да, свои особенности есть. То есть, если говорить о разнице между самолетчиком и вертолетчиком именно в посадке, то это очень колоссальная разница. То есть, вертолет садится в основном, такие как Робинсон Р-44 с полозьями, они садятся в основном именно без движения в этом горизонтальной плоскости. И получается, для этого нужна колоссальная концентрация, в первую очередь концентрация и большая внимательность, потому что, ну и еще и навыки, но навыки они приобретаемы. Менде мынандай сұрақ, әскери тікұшақтан азаматтық тікұшақ айырмашылық бар ма? В принципе, разницы нету. То есть, которые сейчас мы летаем Ми-8, которые имеются у Казавиаспаса, и между военными Ми-8 разницы практически никакой. То есть, там имеется такое же подвесное оборудование, только оно убрано. Но имеется разность в работе. То есть, авиационные работы, которые выполняют военные и которые выполняют гражданская авиация, они разные, так скажем. Ну, боевые вертолеты есть, да, конечно, у них там называется там High Performance, у них более мощные они, так скажем, как Формула-1 там или, скажем, Toyota. Вот. А по факту, значит, гражданский может всегда военным стать, военным гражданским может стать. Но если будет боевое применение, там нужны отдельные навыки. Енді соңғы сұрақ қойып жіберейінші, маған қызық, осы пилот болған азамат кейін авиадиспетчер бола ала ма? Для этого нужно отдельно переучиваться, также в специальных заведениях, допустим, Академия гражданской авиации, кадрная навигация, ну, возможно, да. Также нужен ВЛЭК, медкомиссия. Это отдельное образование нужно. Да. Получать. Да, у нас в Академии есть образовательные программы. Вот у нас на кафедре мы готовим три вертолетчики, самолетчики и управление воздушным движением. Скажем, диспетчер управления воздушным движением не может стать пилотом, если он не выучится потом дополнительно. Пилот не может стать диспетчером, то есть это не взаимозаменяемо. Самолетчик не может вертолетчик, то есть все время учеба. Сейчас же общая программа министерства есть, образование, всю жизнь учиться, да? И вот это всю жизнь учиться, это вот модель как раз авиатора, который все время должен всю жизнь учиться. Ербол, Если один раз выучиться, это не значит, что все, ты достиг мастерства. Они закончат академию, поедут работать в Казавиаспас. Часть из них пойдет на Ми-8, часть на Еврокоптер. Вот. И там они будут каждые 6 месяцев проходить тренажеры, каждые 6 месяцев будут сдавать зачеты, всю жизнь, каждые 6 месяцев проходить врачебно-летную экспертную комиссию. Ербол, у вас очень интересная профессия. Сегодня есть уникальная возможность нашим молодым зрителям, молодым подрастающему поколению заинтересовать, чтобы они поступали в вашу академию. Какими бы словами вы могли бы их замотивировать? Ну, во-первых, я могу сказать, что такое самолет. Или вот вы скажите с хором, что такое самолет. Репетировали мы когда-то на первом курсе. Да, самолет – это величайшее творение. величайшее творение разума и рук человеческих, которое не подвластно никаким авторитетам, кроме лиц, свято соблюдающим летные законы. Да. Да. То есть, в принципе, да, самолет это здорово, авиация это здорово. Очень много специальностей. И, как я сказал, мы готовим не только пилотов. Пилоты, конечно, это как наиболее финансово емкие, поэтому мы про это говорим, вот наша кафедра. А так у нас есть кафедра, мы готовим авиамехаников и инженеров, да, по электронике, по электрооборудованию. Ну, у нас старые понятия, те, которые авиамеханики по ремонту самолета и двигателя, их называют слоны. Те, которые по радиооборудованию кишкомоты называют, ну, в принципе, такое сленговое выражение. Мы готовим по авиационной безопасности, по авиаперевозкам. У нас есть магистратура, у нас есть докторантура. Вообще у нас просто уникальное учебное заведение, потому что, как я в самом начале сказал, что нигде в мире так не финансируется именно подготовка авиаспециалистов. И особенно большой плюс, если касаемо, почему мы сегодня вертолетчика взяли, потому что действительно отрасль сейчас очень нуждается, 100% трудоустраиваемость, стипендию они получают, у нас общежитие есть, очень хорошие условия мы создали, то есть многие кружки, то есть в принципе очень много для социальной сферы сделано. Сол себепті, құрметті көрермен, егер сіз әлі таңдап үлгермесеңіз, қандай мамандық иесі атанатыныңызды Азаматтық авиация академиясына келіңіздер. Рахмет, бүгінгі таңда бізбен бірге атырғандарыңыз үшін, керемет көңіл күй үшін.
жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Хороших полетов Спасибо. вам. Спасибо. Спасибо. Құрметті көрермен, арнамызда шағын жарнама, содан кейін таңғы студия бағдарламасы жалғасады.